Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Увертюрой к оперетте Иоганна Штрауса-младшего «Летучая мышь» Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан открывает сегодня Венский новогодний концерт. В Австрии существует традиция с 1939 года проведения новогоднего концерта в Золотом зале Музикферайн в Вене. Сначала он проводился только 31 декабря, потом только 1 января, и вот уже много лет существует традиция из 3 концертов. 30 декабря проходит подготовительный новогодний концерт, 31 концерт накануне Нового года, и 1 января в 11 часов 15 минут утра, собственно, новогодний концерт, который является важнейшим и, наверное, самым знаменитым музыкальным событием во всем мире. Он транслируется во всех странах мира без всякого исключения по телевидению. В этом году этот концерт впервые пройдет без публики из-за всемирной ситуации с пандемией, но, естественно, будет все равно транслироваться. И уже с 20 декабря стартовала акция, когда вы на своем смартфоне можете записать аплодисменты, которые будут включены после новогоднего концерта в этом зале через колонки. В первый день акции уже 2500 человек, даже больше, записали свои аплодисменты. Ну а я очень рад, что мы здесь, в Уфе, можем подарить вам частичку Вены, и надеюсь, что праздничный дух музыкальной столицы мира коснется каждого из вас в этот вечер. Иоганн Штраус-младший, вальс «Сказки Венского леса».
по-другому называют зеленые легкие вены. Это небольшой горный хребет, острог, дословно это называется, расположенный, окруженный с одной стороны прекрасной долиной Дуная, а с другой стороны курортными местами живописного города Баден в Австрии. Полька «Анна», которую вы сейчас услышите, была посвящена празднику Анны и также всем женщинам, соответственно, которых зовут Анна, Нина или Нанетта. Эта полька принесла Штраусу самую большую популярность и самые большие гонорары. Ее искренний, ненавязчивый, игривый характер не может оставить равнодушным ни одного, даже самого матерого мужчину. А премьера этой польки состоялась в Венском праторе, это знаменитый парк в Вене, в саду-кафе, которое называлось и называется «Дикий муж».
Оперетта «Цыганский барон» является в Австрии гораздо более часто исполняемой, чем оперетта «Летучая мышь» одноименного автора Йоганна Штрауса-младшего. Император Франц Йозеф I восхищался, с каким мастерством в этой музыке соединен австрийский и венгерский фольклор. На протяжении всех 3 актов этой оперетты друг за другом следуют умопомрачительно харизматичные марши, польки, вальсы, чардаши, а в увертюре они все объединены мастерски в единое целое. Йоганн Штраус-младший, увертюра к оперетте «Цыганский барон».
Полька «Пиццикато», которую вы сейчас услышите, была написана во время путешествия братьев Штраусов в Россию и также является одним из самых известных и высокооплачиваемых произведений Штрауса во время его жизни. Она до сих пор продолжает радовать слушателей своим непосредственным и душевным характером, а исполняется, как вы сможете заметить, пиццикато от начала до конца, то есть без смычка. Струнный инструмент играет без смычка, только щипком, щипая пальцами о струну. Иоганн Штраус-младший, полька «Пиццикато». Следующее произведение не нуждается в излишних комментариях, так как все будет ясно по его инструментовке. Полька под громом и молниями. Обратите внимание на ударную группу нашего оркестра, музыканты, которые являются главным действующим лицом в этом произведении.
Большое всем спасибо за столь теплый прием. Произведение, которое называется «Произведение Иоганна Штрауса-младшего» «На прекрасном голубом Дунае» является, наверное, самым знаменитым музыкальным произведением во всей истории музыки. Неофициально оно является даже гимном Австрии. Это произведение было написано в 1866 году для Венского хорового общества. То есть оно сначала исполнялось с хором, и премьера прошла очень плохо. Публика очень холодно встретила это сочинение, и для Штрауса это был огромный удар, это практически первая такая большая неудача. Однако уже через год во Франции он представил партитуру без хора, то есть исполнение без хора, только оркестром, то, что сегодня исполняет, и то, что вы сейчас услышите. И это произведение произвело колоссальный эффект и было издано беспрецедентным для 19 века миллионным тиражом, то есть миллион копий разошлись после премьеры. На прекрасном голубом Дунае этот вальс знаменитый исполняется всегда на Венском новогоднем концерте на бис, что сегодня сделаем и мы, тоже вторя этой прекрасной традиции. Конечно, в этом сочинении запечатлен и отражен австрийский дух, красоты австрийской природы, но я хотел бы обратить также ваше внимание на то, что за этой миловидностью и простотой скрывается очень большая душа и очень большая добрая сила. Иоганн Штраус-младший, вальс на прекрасном голубом Дунае.
Уважаемые дамы и господа, Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан поздравляет вас с наступающим Новым годом!